округа, город Якутск, Республика Саха-Якутия. Пожалуйста, Евгений Николаевич. Евгений Николаевич, звук. Звук. Мы вас не слышим. Евгений Николаевич. Да, вот мне разрешили включить звук. Да, пожалуйста, 3 минуты, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Спасибо за предоставленную возможность. Выступать я буду от имени не только города Якутска, но и ассоциации сибирских и дальневосточных городов. У нас был съезд по этому поводу неочередной. Значит, я бы хотел обозначить несколько вопросов. Первый вопрос в дополнение вот к ОСВВ, которые возникают у нас сложности, реально по исполнению на местах. Значит, это, безусловно, вопрос финансовых, значит, который возник. У нас есть прямые обязанности по федеральному закону 131, которые мы должны финансировать за счет местных источников. Значит, по 498 федеральному закону полномочия переданы субъекту. Субъект принимает свой закон и передает полномочия муниципалитетам. Вот в рамках этих переданных полномочий выполняется вся процедура ОСВ. Но вместе с тем, значит, мы должны понимать то, что у нас, вот говорится, что муниципалитеты не строят приюты. Но у нас каждый муниципалитет, вот даже по крупным городам, не профинансировал до конца свои прямые обязательства. У нас исполнительные листы лежат по нашим прямым обязанностям предоставления жилья детям-сиротам, переселения из ветхого аварийного жилья. Вот когда у нас есть такие вопросы приютов, мне кажется, нужно определить и ранжировать по важности. Теперь вопрос, который касается не только ревакцинации, но и дегельминтизации. У нас собака должна обязательно проходить процедуру дегельминтизации, иначе через несколько лет есть риск возникновения вспышки эхинококоза. Это уже факты, которые происходили в нашей стране. Сегодня мы от этого не застрахованы. 3500 собак мы за год отловили, из них 1500 собак вышли обратно по процедуре ОСВВ. У нас в городе Якутске, значит, исходя из этого, мы видим следующую картину. Вот собака, стайное животное, одичалые собаки, которые живут вокруг города. Сбиваются в стаи, они никакого отношения не имеют к брошенным собакам, которые вчера были хозяйскими. У нас, посмотрите видео в интернете, маленькие собаки все съедаются большими собаками, которые сбились в стаи. Это собаки, которые не имеют отношения к людям, они завтра не начнут жить с людьми. Поэтому прошу рассмотреть значит, вопрос, когда мы строим, будут приюты, в них содержатся пожизненно собаки, что сделать с собаками, которые людей убили. Вот смысл их содержать вечно. Собаки, они не будут социализированы уже никак. У них некорректируемая агрессия, которая не поддается никакой, значит, корректировке, поэтому здесь вводить комиссии, которые будут определять. Вот эта собака, она уже, значит, насколько гуманно в условиях города Якутска содержать ее в клетке. И также по строительству приютов надо требования к нему упростить, потому что в наших условиях крайнего севера, эти приюты стоят, реально выходят в золотые цифры. В Сахалине, допустим, коллеги ставят 1 300 000 на 1000 голов. В южной полосе Воронеж 250 голов, 130 миллионов. Поэтому сегодня нужно понимать, что когда у нас 1000 собак, у меня в городе порядка 6000 собак. Мы только силами волонтеров не сможем этот объем покрыть. Спасибо. Спасибо большое. Так, коллеги, у нас еще несколько записавшихся. Галактионова Светлана Владимировна, советник губернатора Приморского края. Пожалуйста, смотрим весеннюю сессию. Это о том, чтобы удешевить ветеринарные препараты, применяемые в ветеринарной медицине. Так, и крайнее выступление, и подводим черту. Находкин Андрей Михайлович, председатель постоянного комитета Государственного собрания Республики Саха-Якутия. Пожалуйста, просьба очень краткая, нам надо завершить через 5 минут. Хорошо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники, те изменения в закон, которые сегодня вносят сенаторы, мы концептуально поддерживаем, потому что полномочия органов государственной власти субъектов расширяются, дополняются по установлению правил и порядка осуществления деятельности обращения с животными без владельцев, дополнительные требования, правил определения случаев угрозы, ответственность владельцев. Это очень хорошо. Но есть наша позиция по следующим вопросам.
Это, во-первых, безнадзорные собаки после прохождения СОВ, после их возврата на прежнюю среду обитания, сбиваются стаи в суровых природно-климатических условиях выживания, становятся крайне агрессивными и представляют реальную опасность для жизни и здоровья граждан. Во-вторых, строительство и организация приютов, обеспечение их текущей деятельности, содержание в них животных без владельцев до их естественной смерти в субъектах, тоже вот также суровыми условиями, со сложной инженерной, транспортной инфраструктурой, с высокими ценами на стройматериалы и продовольствие, требует объемных расходов из бюджета. От имени Государственного собрания Тюмень предлагаем внести, во-первых, что предметом, целью закона должно быть недопущение угрозы жизни и здоровью граждан животными без владельцев. Во-вторых, дополнение понятия, что животные без владельцев – это животные, не имеющие владельцев и представляющие общественную опасность. В-третьих, дополнение полномочий субъектам Российской Федерации по установлению порядка идентификации и учета домашних животных, по установлению порядка осуществления мероприятий по регулированию численности животных без владельцев, включение нормы об обязанности владельцев осуществлять идентификацию и учет домашних животных, это регистрация, исключение обязательства о том, что животные без владельцев должны жить в приютах до естественной смерти, дополнить случаи гуманного умерщвления, кроме если они безнадежно больны и сильно травмированы, если они представляют общественную опасность, нападают на людей, нанесли вред здоровью людей, напали на домашний скот, проявляют немотивированную агрессию. И последнее, при случаях осуществления мероприятий с целью регулирования численности животных без владельцев, например, количество безнадзорных собак сильно увеличилось, участились, произошли случаи нападения на людей, возникает угроза жизни и здоровья граждан. И прозвучало правильное предложение, что через своих депутатов регионов в Государственную Думу направить предложение в законопроект по внесению изменений. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, есть предложение сегодня подвести черту, потому что сколько бы мы сегодня с вами здесь ни находились, мы не исчерпаем эту тематику, у нас и нет сегодня такой задачи. Еще раз говорю, мы с вами отработали эффективно 3 недели, вышли на конкретные нормативные акты, на конкретные поправки, которые уже сегодня внесены, в частности в Кодекс об административных правонарушениях, значит, отдельные законодательные инициативы. Поэтому я всех хочу поблагодарить, кто работал над этими нормами. По поводу прозвучавших сегодня предложений, значит, я прошу, у кого есть возможность оформлять и направлять в рабочую группу для того, чтобы мы с ними ознакомились. То же самое с субъектом Российской Федерации, потому что я вот, виноват, я всем просто не мог дать слово, но на самом деле трансляцию сегодня смотрели у нас практически все субъекты Российской Федерации, и те инициативы, которые идут из субъектов, для нас очень также ценны. Мы, что называется, не будем утомлять вот такими большими заседаниями. Почему? Потому что эффективно, когда мы обсуждаем конкретную тематику. Но без сегодняшнего мероприятия мы просто не могли с вами обойтись по понятным причинам. 38